Сосногорске продолжаются работы по модернизации уличного освещения. В этом году, благодаря программе формирования комфортной городской среды у дома номер 7 в 6-м микрорайоне и вдоль тропы от микрорайона в Сосновку установили современные светодиодные светильники. Также поменяли светильники у 4-й школы по улице Гоголя и провели работы по дополнительному освещению пешеходных переходов. В рамках также народного бюджета в Усть-Ухте по улице Центральной от 63-го дома до 100-го обустроили линию наружного освещения, там вообще не было светильников. Также, получается, поменяли возле 4-й школы по улице Гоголя в Сосногорске светильники, установили светодиодные. Проводились работы по дополнительному освещению пешеходных переходов. В связи с поступающими жалобами от жителей железнодорожной части города управлением ЖКХ было принято решение о полной замене светильников по улице Советская и 40 лет октября. Подрядчик уже приступил к выполнению работ. Существующие светильники, которые здесь были установлены, у них, они, как сказать, тип ДРЛ у них, то есть они очень древние, старые, были установлены здесь давным-давно, еще силами, получается, ОАО «РЖД». Старые фонари подрядчик демонтирует и установит новые, светодиодные. Стоит отметить, что в конце улицы 40 лет октября у домов 31 и 33А фонари и вовсе отсутствовали. Общее количество заменяемых светильников составит 73 штуки. То есть подрядчикам, когда будут выполнены работы, здесь, по идее, должно все быть хорошо освещено. Все работы планируется завершить до конца текущей недели. На будущий год работы по модернизации освещения в Сосногорском районе планируется продолжить. Уже направлены заявки на участие в проекте «Народный бюджет». У нас направлены 4 заявки. Это по освещению, по модернизации освещения в городе Сосногорске. Это улицы Лермонтова, Горького и Гоголя. И на поселках Поляна, Керки, Ираэль и Малая Пера. На поселках имеется проблема в кабельных линиях. То есть там провода старые, оголенные, при любом порыве ветра они задевают, и происходит короткое замыкание. То есть там частично будут заменены на новый провод на СИП, который уже изолированный, то есть проблем таких уже не будет. Работы будут реализованы в случае одобрения проектов на республиканском уровне. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Команда из Сосногорска заняла 2-е место на региональном чемпионате Республики Коми по оказанию первой помощи среди школьников. Сборная из 5 активистов движения первых начала готовиться заблаговременно, что и позволило ребятам взять заслуженное серебро. Мы готовились серьезно. Мы проводили мастер-классы, организовывали мастер-классы, уроки первой помощи во всех школах города Сосногорска. Для формирования этой команды мы собрали тех детей, которые заинтересованы в дальнейшем изучении и подготовке в поступлении в вузы и медицинские училища. И это было такое профориентационное, можно сказать, направление. Как отмечают участники, такая серьезная подготовка позволила себя чувствовать на чемпионате более чем уверенно. В ходе напряженной борьбы ребята продемонстрировали практические навыки оказания первой помощи в 2 ситуациях. Случай на улице и случай на спортивной площадке. И прошли тестирование. В нашей подготовке мы прошли очень много тем, а по факту на соревнованиях нас ждало более легкий вариант того, к чему мы готовились. То есть, на самом деле, я бы не сказала, что было очень сложно. Все задания были абсолютно по силам. Все ребята из моей команды, из других команд справились. То есть, все работали скоординированно, скооперированно. Я бы не сказала, что там было очень сложно. Скорее, это было очень интересно. Дарья Доронина приняла участие в соревнованиях не просто так. Тема медицины девушке очень близка. И, как отметила Дарья, знать, как оказывать первую помощь, будет полезно каждому человеку. Я думаю, что в будущем я свяжу свою жизнь с профессией врача. Конкретно не знаю с каким, но у меня есть огромное желание помогать людям, делать этот мир в какой-то степени лучше. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.
на территории Сосногорского района, наверное, так же, как в целом по Российской Федерации, наблюдается рост интернет-мошенничества, в связи с чем пользователям сети интернет необходимо знать следующие правила. То есть самым распространенным в настоящее время видом интернет-мошенничества является фишинг. Что такое фишинг? Фишинг – это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение идентификационных и конфиденциальных данных пользователя сети интернет и дальнейшее распространение вредоносного программного обеспечения. Акцентировать внимание надо на том, что когда используют фишинг, приходит электронное письмо на электронную почту. И, соответственно, если от вас, как от пользователя сети интернет, требуется любое взаимодействие, то необходимо обращать внимание на следующее. Во-первых, не надо открывать такие письма, не скачивать ни в коем случае приложения, картинки, не пересылать эти ссылки другим пользователям. И самое главное, обратиться к администратору безопасности той сети, которую вы используете. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.